Здравствуйте, Инал. Я благодарна вам, что, несмотря на вашу занятость и после моих настоятельных попыток с вами договориться об этой встрече, она, наконец, случилась. Я этому очень рада, потому что вы являетесь сегодня одной из основных олимпийских надежд Северной Осетии. Я знаю, что свой спортивный путь вы начинали в вольной борьбе. Сегодня, по истечении времени, не жалеете о том, что все-таки перешли в дзюдо и идете вот этим путем? Здравствуйте. Ну да, с детства я начинал с вольной борьбы. Конечно, выбора такого большого у меня не было, потому что в заводском, откуда я сам, там рядом находился только зал вольной борьбы, куда я и пошел. Но со временем я прозанимался 5 лет, не так уж и мало, но как-то душа не лежала к этому виду спорта. Я люблю сейчас этот вид спорта, я смотрю за нашими ребятами, наблюдаю, но у меня были друзья, мои соседи, прям 2 дома от меня жили, и они постоянно приезжали со сборов, соревнований, они мне показывали свои медали. И как-то я их один раз спросил, я говорю, а чем вы занимаетесь? Они говорят, ну типа дзюдо, хочешь, говорит, мы тебя отведем. Я говорю, да, почему бы и нет, и пришел домой, поговорил с мамой, и на следующий день мы пошли и записались на дзюдо. Тогда я уже сам начал ездить, а вообще изначально, когда я вообще был маленьким, я еще сам этого не помню. Меня мама привела на дзюдо, но потом по каким-то семейным обстоятельствам она не могла столько времени уделять мне и постоянно меня отвозить, привозить на тренировки. И из-за этого как-то мы решили пока начать с вольной борьбы. А какой был ваш самый первый спортивный успех? Можете вспомнить свою основную такую победу, одну из первых? Это был 2015 год, первенство России до 18 лет по юношам. Это был мой последний год. Годом ранее, в 2014 году, я поехал, но перспективы выиграть не было, можно сказать. Хотя я неплохо там выступил, я стал 7-м. Никто даже не ожидал от меня такого результата. И я сам даже не понимал, куда я приехал и зачем я сюда приехал. Я не понимал, что такое сборная России. Я не понимал, что такое там первенство Европы, сборы, соревнования, Кубки Европы. Но я помню, в 2014 году я поехал на Северокавказский федеральный округ. Тогда я тоже занимался, года 3-4 я занимался дзюдо. И я стал бронзовым призером, и я пришел в зал. И мне тренер сказал, принеси, говорит, свою медаль. Но это на СКФО, я отобрался на Россию. В то время СКФО, оно было намного сильнее, намного тяжелее, можно сказать, было отобраться на первенство России, на чемпионат России, нежели вот сейчас. Как-то все равно это немножко уровень, как мне кажется, немножко падает. Но и я пришел, и он порадовался, там ребята, он их построил, сказал, что я стал бронзовым призером, что я отобрался на Россию. Хотя, опять-таки, повторюсь, на меня не было никаких надежд, что я попаду в сборную. Я отберусь на первенство Европы. В том году проходила Европа в Греции, в Афины. Я не знал вообще даже, где это находится. И из этого немножко не верил. Но этот год я многое для себя понял, уже что такое сборная России. И на следующий год, уже в 2015 году, я стал первым. Я выиграл эти соревнования. Такая значимая для меня победа, потому что с этого все и началось. И с 2015 года я по сей день в сборной России. Да. Вы сказали, падает уровень. Вот здесь поподробнее. Что это значит? Я не знаю, возможно, я немножко оговорился, но, как мне кажется, раньше намного больше людей выступало, протоколы прям были переполнены, по 6-7 схваток бывало. А сейчас смотришь на СКФО, и в моем весе борется 7 человек, 6 человек, 10 человек. А можно ли это связать с тем, что, может, популярность вида спорта как-то упала? Вообще Федерация дзюдо России на данный момент с нашим президентом Сергеем Соловейчиком, у них очень хорошие проекты на дальнейшую перспективу, на развитие дзюдо в стране в общем. И они вот этим занимаются, делают много турниров, мастер-классы по всей России, приглашают именитых дзюдоистов. И я думаю, этот уровень будет подниматься и подниматься, но до сегодняшнего дня, мне кажется, он немножко все-таки уровень
я говорю за СКФО, уровень в СКФО немножечко как-то, скажем так, упал. И уровень дзюдо в нашей республике тоже немножечко не на том уровне, на котором он должен находиться. Вы стали первым чемпионом мира по дзюдо из Северной Осетии. Ранее наши спортсмены выигрывали золото, но Европы. Как вы думаете, с чем это связано? И можно ли говорить в этой связи о монополии какой-то из стран в мире дзюдо? Если сравнивать чемпионат Европы и чемпионат мира, то это два совершенно разных чемпионата, потому что Европа там нету основных лидеров, это японцев, корейцев, бразильцев, там очень много спортсменов, которых не бывает на чемпионате Европы, но и Европа сама очень сильная. Грузинская школа дзюдо очень сильная школа, российская школа наша, у нас, если так посчитать, то каждый год был чемпион Европы. С приходом в 2008 году главного менеджера Эцио Гамбы у него только 5 чемпионов мира до сегодняшнего дня. Это на всю сборную России 5 золотых медалей. Были бронзовые, серебряные медали, а вот с чемпионата Европы их можно сказать даже и не сосчитать. Там каждый год был чемпион Европы, 2-3 человека, они выигрывали Европу. Но, конечно, самый большой плюс это или минус, не знаю, то, что на Европе не участвуют сами родоначальники этого вида спорта. Это японцы, это самая сильная школа, я бы сказал так. И Европу выиграть, мне кажется, все равно немножко легче, чем чемпионат мира. И психологический подход к чемпионату мира, он тоже совсем другой. Вот как я подходил к чемпионату мира и как я подходил к чемпионату Европы, это, я не знаю, разная энергетика, разная мотивация, разный настрой. Многие болельщики и специалисты в качестве вашего основного оппонента называют великого француза Тедди Ринера. А перед вашей последней схваткой, естественно, мы все наблюдали, вас взяли так крупным планом, и мы видели, что вы находитесь в хорошем расположении духа, в отличном настроении. То есть было видно, и, естественно, по окончании схватки, что вы отлично подготовились, то есть вы были готовы. Впрочем, как бы это результат об этом и говорит. Можно ли сказать, что сегодня у вас отсутствует волнение перед вашим оппонентом? У меня и до этого не было перед ним волнения. Он на многих воздействует, я бы сказал, плохо, потому что многие его боятся. И в этом и есть их ошибка, потому что есть много конкурентоспособных борцов из других стран, я вижу, и которые могут с ним конкурировать, соревноваться, но они не могут, наверное, пройти вот этот психологический барьер, вот это давление, которое он оказывает. Его профессионализм, этот подход к соревнованиям, его команда. Вот ты смотришь, и человек приезжает на соревнования, и он ни о чем не думает, у него в руках аккредитация и паспорт. Он не приходит с сумкой, он не разминается сам, а у него есть массажисты, специалисты, несколько спарринг-партнеров, видеографы, я не знаю, всякие менеджеры, которые... У него такая огромная команда на одного человека, который каждый занимается каким-то своим делом. Кто-то ему одну ногу разминает, кто-то ему руку разминает. Да, это такой, я не знаю, глыба, можно сказать, в мире дзюдо. Именно перед чемпионатом мира очень тяжело настраивался, потому что был долгий перерыв. И я уже позабыл вот эти эмоции, соревновательную практику. Я их сравнивал, потому что через месяц я поехал в Монголию на Гранд-шлем и чувствовал себя просто великолепно. У меня не было переживаний, у меня его никогда не было, но это был первый турнир в моей жизни, где я чувствовал какое-то давление и где я немножко переживал. Я чувствовал, что я встречусь с ним в финале. Я не знаю, почему-то я был уверен, но в себе я не мог это признать как-то. Я не знаю, как это объяснить, но внутри себя я понимал, что я выиграю сегодня, мой день, но вот так себе это сказать вслух я не мог произвести. И из-за этого было какое-то переживание, как будто два каких-то человека во мне борются. С утра проснулся, вроде было все хорошо, но начал себя плохо чувствовать, головокружение какое-то, все из-за
из-за какого-то, наверное, стресса. Я уже не мог терпеть, я уже хотел выйти и побороться первые 2 дня, что я находился в Катаре. И вот это ожидание, вот этот простой, он на меня очень сильно давил, потому что немножко мне казалось, что мотивация, энергия от меня уходит. Но благодаря тренерам, Арсен Галстян, кто с нами поехал, наш олимпийский чемпион, он старший тренер сборной России, он подобрал такие правильные слова, и он так меня мотивировал, что я не знаю, как будто вот в эту секунду я проснулся. И вот после первой схватки я уже начал себя хорошо чувствовать. Я уже понимал, что борьба хорошо может пойти. Давайте вспомним Олимпиаду в Токио. Нам, как болельщикам, казалось, что именно вы должны были выступать на ней. Вам самому не было ли досадно смотреть за главным событием спортивным по телевизору? Ну, конечно, было досадно. Я находился в Москве в это время. Я лежал в гостинице и случайно включил телевизор, и там церемония открытия, и я начал себе говорить, так вот же она, это я почти был там, это все возможно, это все реально. И раньше я, возможно, как-то не мог поверить в то, что вот я отберусь на Олимпиаду, там, Олимпийские игры. Это были какие-то такие мечты недосягаемые, мне казалось. Но я смотрел открытие, там выходили наши спортсмены тоже, и я понимал и мотивировал себя, наверное, этим, что будет и следующая Олимпиада тоже, и можно на нее отобраться. Не знаю, это, как вы сказали, вам показалось, что я должен был выступать, но там есть тренера, там есть специалисты, главный менеджер, и они приняли такое решение. Там был один непонятный для меня момент, когда меня не поставили в тот год на чемпионат мира. Не знаю почему, но как бы вопрос есть, ответов нет. И он поехал один, а потом этот Амирлан Башаев, который выступал на Олимпийских играх, приехал, объявляет состав на Олимпиаду, и он едет на Олимпийские игры. Ну да, немножко такой непонятный момент получился, но как бы он набрал больше рейтинга. И не сказать, что где-то по результату меня обошел, разве что этот чемпионат мира, где он выступал один и где не выступал я. На данный момент в какой своей физической форме вы находитесь и из чего состоит ваш тренировочный день? Очень часто болельщики, горожане видят вас в Дендрарии на тренировках. Как зачастую спортсмены приезжают со сборов, и они отдыхают дома, но я как-то к этому не привык. Я всегда приезжал домой и тренировался еще больше. Да, утром я бываю каждый день в Дендрарии, потом я могу после Дендрария поехать в ОФП-зал, в центр К, где я тренируюсь тоже с тренером, с Виталием. И там мы с ним дорабатываем, я еду домой, немножко отдыхаю, и уже вечером в 5 часов у меня работа на ковре. Ну и там уже дальше, в зависимости от того, насколько сильно я устал. Если я чувствую, что я очень сильно устал, то я прихожу и делаю отработку, отрабатываю. Не борюсь, стараюсь не бороться, чтобы избежать каких-то там травм. Как бы 2 тренировки в день у меня, каждый день вот на таком режиме. Кроме субботы и воскресенья, конечно. В субботу я могу побегать, поделать легкую атлетику, немножко на резине поработать. Ну и вечером отдыхаю. Инал, какие виды спорта вам еще нравятся? В начале интервью вы говорили о том, что есть у вас друзья в вольной борьбе. За чьими результатами следите, возможно? Да, я знаю всех ребят, всех наших спортсменов, это вольников, боксеров. Я знаком в фехтовании со всеми ребятами. Мы часто попадаемся вместе на сборы. Конечно, так как я осетин, так как я живу в Осетии, у нас этот вид спорта на первом месте, вольная борьба. Я слежу за каждыми соревнованиями, за чемпионатом России. Тот же самый Артур Найфонов, тот же самый Заурбек Сидаков, все наши ребята, Чермен Валиев, Давид Баев, это наши лидеры. И я слежу за их результатами, мне интересно, как они борются. Я даже с ними
у них спрашивал, хотел с ними договориться, типа, можно к ним в зал прийти и у них немножко потренироваться, так как у нас и сейчас в республике небольшой дефицит с тяжеловесами в дзюдо. И хотелось тоже как-то, я не знаю, побороться с вольниками. Может. И мне все в один голос, конечно, и нет никаких проблем. Даже тренера поддержали, сказали, в любое время можешь приходить и тренироваться вместе с нами. А с кем вы по весу сходитесь? С кем ваши схватки происходят на этих тренировках? Спарринги, то есть? Спарринг? С вольниками? Ну да. Ну, я еще не смог попасть на будете их с кем? тренировку. Ну, хотел бы Планируете? с тяжеловесами, Да. не знаю. Хотел бы с нашими тяжами побороться. У нас их много. У нас их, я бы сказал, очень много. Сколько у нас? На прошлой России 14 тяжей только из Северной Осетии. Но это очень много. В одном из своих интервью пятилетней давности на вопрос о девушках невесте вы сказали, что они подождут. Как сегодня? Они ждут? Ждут. А с чем это связано? Плотный график или что? Может, вы себе там, не знаю, какую-то перспективу поставили? Там, жениться я буду в 35, например. Да, знаете, я давно расставил приоритеты, что у меня всегда и было, будет в приоритете это семья. И я никогда спорт выше семьи не ставил. И все это только ради моей семьи, весь этот спорт. Но я, возможно, там женился бы давно, но опять-таки же вот этот плотный график, я не бываю дома, но вы представляете, 300 дней в году находиться на сборах. И раньше я об этом не задумывался, а сейчас я, конечно, начал об этом задумываться, что вот нужно завести семью, там, жениться. Я как бы готов к этому. Я тоже готов взять на себя эту ответственность. Но сейчас время такое, что год до Олимпиады, и времени совсем на это нету. Заниматься этими вопросами, там, свадьбы и еще что-то. Тем более, когда ты приводишь домой невесту, как-то и на следующий день ты уезжаешь на сборы, тоже как-то нехорошо получается. Также я читала, что ваша мама изумительно готовит. А какое ее блюдо для вас самое любимое? И, кстати, вот вы придерживаетесь диеты? Я думаю, каждое ее блюдо — это отдельный вид искусства. Я бы так сказал. Ну, это реально, это факт. Конечно, для каждого мама готовит, я не знаю, лучше всех. Диету, да, перед соревнованиями обязательно, особенно когда у меня немножко вес поднимается. Перед чемпионатом мира я скинул 8 килограмм. Я похудел, я весил 125 килограмм на чемпионате мира на взвешиваниях. А перед этим я весил 123 килограмма. И я немножко начал наедать, потому что чувствовал себя плохо. Я думал, это связано с весом, то, что я слишком много скинул, я не чувствовал физику. И начал уже на чемпионате мира немножко наедать свой вес. Но обычно перед соревнованиями у меня чуть поднимается вес. Когда я начинаю перед подготовкой, у меня бывает большой вес, и я начинаю сушиться килограммов на 5. Пироги я не кушаю совсем. Да я их здесь тоже мало ем, пироги. Я люблю, конечно, пироги, но я их стараюсь редко есть, потому что они Это очень... вот из-за веса, да? Так приходится Да. себе отказывать в пирогах? Да, они очень калорийные, и я стараюсь их вообще мало употреблять. Не знаю почему. Мясо тоже. Да я вообще, если честно, не привередлив. Везде мне что дадут, я то поем. Вы побывали, наверное, во всем мире. Можете рассказать о своих любимых местах? Те, которые впечатлили наиболее всего? То я думаю, это Япония. Я был там несколько раз, и мне очень сильно нравится Япония. Я первый раз, когда туда прилетел, я как будто на какую-то другую планету приземлился. Мне нравится сама Япония, их центр города, там есть что посмотреть, на что посмотреть, где погулять. И их менталитет мне тоже нравится. Там очень добрые люди. Как в Осетии. Как в Осетии, Да. да. А что касается, кстати, родной Осетии, когда вы бываете здесь, я понимаю уже, что
очень плотный здесь график, постоянные тренировки, но, скорее всего, есть какие-то любимые места, вот куда, вот, например, вы думаете, вот сейчас поеду в Осетию, обязательно поеду вот куда? Я когда приезжаю, у меня не бывает много времени. Вот я сколько здесь находился, недели две, и за 2 недели я нашел время, и то после обеда, и 2 раза съездил в горы, 1 раз в сторону С я съездил. А до этого я съездил в Кубань, проехался по этому ущелью, в Даргаус, на озеро съездил. 2 раза за 2 недели я успел выбраться. А так, если у меня бывает время, я стараюсь часто выезжать. Это Дигорское ущелье. Но скажу вам честно, Дигорское ущелье, это там очень красиво, там нереально круто. Но вы были в Кударском ущелье? Нет. А вот это там, я не знаю, но мне там нравится больше. Это просто в Южной Осетии именно, В Южной Осетии, да. В сторону Южной Осетии едешь, в сторону села там Квайса. да? Это, Очень многим нравится как раз природа Южной Осетии. Они Да. прям ее так отличают, да? она очень сильно отличается. Вот если ты едешь по Дигорскому ущелью, да, справа гора, слева гора, и она как бы вот так идет. А вот ты едешь в Южной Осетии, все горы разные. Если сосновый лес ты проезжаешь, потом просто голые горы, потом опять сосновый лес. И вот это, я обожаю сосновый лес, когда бывает. Там есть такие крутые места, озера. Ну, это просто, ну, словесно я не могу это описать. А Ну, вообще там очень удается туда проехать? Да, Когда последний раз там был? я был там последний раз года 2 тому назад. Когда вы выиграете Олимпиаду, что вы сделаете первым делом? Я недавно думал над этим вопросом. Если бы я выиграл Олимпиаду, и что бы я сделал? Я бы, наверное, пошел в номер и закрылся бы и лег бы спать. И 3 дня бы спал. Оригинально. Да. А кому первому позвонить? Я не знаю, я наберу маме, и там окажутся все. Я так думаю. Обычно после соревнования я всегда звоню своему тренеру. И у меня уже бывает пропущено от мамы. Штук 10 пропущенных. Но я почему-то беру и сразу звоню тренеру, потому что эти турниры — это просто этапы к Олимпийским играм. Ты не делаешь ничего такого сверхъестественного. И сразу нужно разбирать свои ошибки. Я из этого сразу звоню своему тренеру и спрашиваю, ну как, вот вы смотрели со стороны, и там как, и он мне начинает подсказывать мои ошибки, чтобы я их сразу на такую трезвую голову воспринимал свои ошибки и уже домой приехал и уже работал над ними. А когда он мне говорит, это у меня в голове остается. Я не могу, я потом начинаю искать, пока я отвечаю на сообщения, мне люди пишут, я не могу пропускать сообщения, там мне люди пишут, я начинаю всем отвечать. А мне хочется просто сесть после соревнований и просто посмотреть свои схватки. И пока времени на это не бывает, я начинаю спрашивать, там, ребят, ты смотрел, там, вот в этом движении я как-то, по-моему, не так шагнул или что-то, какой-то не такой захват взял. И они начинают подсказывать тоже какие-то мои моменты. Но лучше всего их подсказывает мой тренер. И я из-за этого сразу ему набираю. И мы где-то час разбираем мои схватки. А потом в конце он мне говорит, ну, молодец, я тебя поздравляю. Это если выиграл, только выиграл. А если проиграл? Если проиграл, то я стараюсь не брать телефон, потому что бывает страшно первые дни, что он будет ругать. Не, на самом деле это все ирония. Просто как бы тоже наберу, и он мне скажет, чего не хватило, почему так поборолся. Но если выиграю, он мне скажет, я тебя поздравляю. Если вторым, третьим стану, то он мне скажет, плохо. Плохо. Ну, Надо зато было теперь мы выигрывать. будем знать, чем вы будете заняты после победы Он на с детства Олимпийских всегда играх. говорит, ты хочешь, чтобы тебя назвали чемпионом или вице-чемпионом, или серебряным призером, или бронзовым призером. Ну, как бы чемпион и вице-чемпион, это по-разному звучат. Там 2 слова, здесь 1 слово. Спасибо вам большое, мне очень понравилось. Спасибо.